Слово для приветствия и награждения предоставляется первому заместителю министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия Сергею Анатольевичу Неустроеву. На мне возложена честь прочитать приветствие посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России, полномочного посла, посла по особым поручениям МИД России, представителя Российской Федерации в Арктическом совете Николая Корчунова. Дорогие друзья, рад поприветствовать от имени Министерства иностранных дел Российской Федерации участников третьего форума Университета и развития геостратегических территорий России, который сейчас проходит в городе Якутске. Вопросом развития Арктики в России традиционно уделяется приоритетное внимание. При этом одно из центральных мест нашей арктической повестки занимает человеческое измерение, включая тематику сохранения культурного наследия и традиционного уклада жизни проживающих на севере людей. Большое значение придается созданию условий для обучения на родных языках, а также использованию в интересах сохранения и развития родных языков и культур коренных народов, потенциала новых технологий, в том числе интернет-платформ, которые обеспечивают широкий доступ к пользователям со всего мира. В этом контексте хотел бы особо отметить передовой опыт Республики Саха-Якутия. Именно здесь, на базе Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, успешно реализуется проект цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов Арктики, который стал одним из знаковых проектов во время председательства Российской Федерации в Арктическом совете в период с 21 по 23 годы. Важность этой инициативы была отмечена Рейкьявикской министерской декларацией в мае 2021 года и в ходе расширенного заседания Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на полях 15-й сессии Арктического совета в городе Салехарде в мае 2023 года. Кроме того, данный проект стал важным вкладом в объявленное Организацией Объединенных Наций Международное десятилетие языков коренных народов период 22 по 2032 годы. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить руководителя проекта, заведующего кафедрой ЮНЕСКО СФУ Анатолия Васильевича Жожикова и весь коллектив кафедры, а также участников из других регионов с успешной реализацией этой инициативы и пожелать дальнейших успехов в этой сфере. В завершение хотел бы пожелать участникам сессии в рамках третьего форума Университета развития геостратегических территорий России интересных и предметных дискуссий в интересах дальнейшего продвижения этого проекта и устойчивого развития Арктики в целом. Посол по особым поручениям МИД России, представитель Российской Федерации в Арктическом совете Николай Корчунов. Жужиков Анатолий Васильевич, доктор педагогических наук, руководитель проекта цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов Арктики, заведующий кафедрой ЮНЕСКО СФУ. Так, торжественная часть на этом закончена. Сейчас мы начинаем нашу рабочую часть. Поэтому я хотел, конечно, бы представить гостей, но наши гости сегодня что-то припоздали. Мы от тех, кто есть, представлю. Во-первых, Поликарпов Александр Михайлович, вы знаете, это доктор экономических наук, профессор кафедры перевода. Так, у нас с нами работает Дружинина Мария Вячеславовна, доктор педагогических наук, и, значит, Поликарпова Лена Барбиковна, университет, Северно-Арктический федеральный университет. Еще к нам должны подойти Черкасова Вера Николаевна, директор Тайгырского колледжа, и Урум Софья Александровна. Она сейчас на другом мероприятии, ставит слово как раз Вячеславу Ивановичу, научному сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем отечественных народов Севера. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я вас поприветствовал на
государственных и официальных языках нашей республики. Цифровизация, как неотъемлемая часть глобализационных процессов, оно имеет, конечно, является определенным вызовом для наших народов и имеет две стороны. С одной стороны, конечно, глобализационные процессы серьезно влияют на функционирование наших языков, и мы наблюдаем, как молодое поколение все больше и больше отдаляется от наших родных языков. И сегодня вот я как раз хотел сказать в своей презентации остановиться, но я не буду на всей презентации останавливаться, но я хотел бы, чтобы вы покрутили именно в условиях для югагирского народа, как вот цифровизация создает, с одной стороны, сложности, с другой стороны, создает и новые возможности для его существования, развития нашего языка. Пожалуйста, следующий слайд. Да. Ну, вначале просто несколько слов, потому что югагир — это один из коренных малочисленных народов севера нашей республики, причем он состоит из двух народов, это тундренные югагиры и лесные югагиры. Число вообще югагиров 1802, и различия между этими двумя языками, между тундрой и лесными югагирами, такие же, как между ними. Для расселения югагиров мы раньше проживали от реки Лен. В те или иные остатки югагирских городов все равно продолжают распространяться. 7 арктических районов так или иначе задействованы в расселении. И практически друг от друга проживали. Крайне малое население, как чисто просто возрождение языка, физически просто фактически нет сейчас сферы функционирования языка, остались югагиров. То есть уже мы вовсю начинали использовать эти технологии уже тогда, таким образом преодолевая количество носителей нашего языка. Так, не переключается у нас, да? Хорошо. Вот. Как вы знаете, у нас реализуется несколько проектов, может быть, кто-то из вас уже слышал. А язык — это эвангельский язык в киберпространстве, который в сегодняшний момент, на сегодняшний день, он уже соответственно другая. И мы надеемся на то, что в дальнейшем позволит нам использовать, и в будущем вот отсутствие языковой среды будет, так сказать, компенсировано тем, что умного дома, которая будет переведена на эти языки, и таким образом будет создаваться искусственная среда функционирования для наших языков. Везде у нас проводятся разные курсы, занятий и по тундренному, и по лесному языку. Ну и также вот есть такие вот достижения. И проект у нас стал называться «Цифровизация языкового культурного наследия». Ну, во-первых, лидером является Российская Федерация, с лидерами у нас была Норвегия и Рейпон. Так, ну, цели основные. Так, что-то заявляется. Результаты же там. Вот пошла. Ну, цель проекта — это создание вот этого мультикультурного портала, который вот мы делали с Мегапедиком. Ну, задача не говорить, это вот. Так, ну, по бизнес-технологиям у нас Норвегия очень активно, значит, внедряла проект по созданию вот языка, вот, образования онлайн-ресурсов. Это вот международный проект. В нем участвовало вот 6 стран, 7 университетов и 4 постоянных участника Российского совета. Мы достаточно активно до 2021 года работали по созданию грис-карты и, в принципе, вот и по порталу должны были работать. Ну, в связи с политической ситуацией сейчас, конечно, мы это дело приостановлено, но по условиям Арктического совета каждая страна все равно делает свои ресурсы сама. Поэтому мы, значит, по грис-карте работаем сейчас, вот договор с Росреестром заключили и достаточно активно в этом направлении работаем. Создание грис-карты, вот это ареалов расселения, наш сотрудничество, она приехала, что-то у нас это пришло сегодня, подойдет, надеюсь. И мы записали, что года провели всероссийскую может Великий Диалин. Олег – это основа жизни, нет наших предков. Мегера, Мегерма. По реализации проекта всех заинтересованных лиц, вузы, НИИ. Обсудить
где-то 7-10 минут, не более, да, и потом... Уважаемые коллеги, представить авторская программа. Этот проект был презентован в 2016 году, но никогда не получал. Ну вот Устьянский давайте, самый последний стоит, да? Устьянский район. Это вот район вниз, да, депутатский. Говорящих, варианты самоназвания локальных групп, лингвистическая характеристика, позиция данного. То, что упоминал уже Вячеслав Иванович, это электронные формы представления языковых материалов. И я прошу показать первый проект, который пока не очень широко распространен, но будет активно вводиться. Это федеральный перечень электронных образовательных ресурсов. Кабинет район в Чаймане. Спасибо. Спасибо. Дело в том, что эти редкие языки. Следующий проект, который называется у нас конкурсы и мероприятия, которые мы проводим для детей, с участием учителей, конечно, которые нацеливают на владение технологиями и именно на родных языках коренных малочисленных народов. Прошу показать. Оля Качуш Кулкостыня. Честная медиачуна, медовая заворочила. Рисовая заворочила, угол раскрасковая. Ольга Чемодинова, Амманчик я. Автор-составитель Наталья Васильевна Ситникова. Новая книга – это результат совместной работы, основанной на солидарности мексиканских коллег, которые Сахая Кутья. Изучайте и наслаждайтесь фольклором коренных народов. Поскольку по времени у нас не получается, он прислал мне ролик и, Лингвист и социоантрополог, а также он себя считает языковым активистом, который борется за сохранение языков не только в Мексике, но и его руки распространены. За ней идет создание материалов, привлечение сотрудничество, в том числе и с по сохранению языков народов Арктики. И там были желающие из федеральных университетов у нас участвовать в практике, разрабатывая вот эти программы. Используя все рычаги, и культурные центры, и школы, и различные курсы и организации образования. Вот эта идея мне очень понравилась, я ее даже для себя пометила. Второе – это мультипликация. Сейчас есть такие передовые технологии, вот у нас в Северно-Атлантическом федеральном университете даже закуплена такая установка вместе с программным обеспечением, где сами дети вместе с родителями приходят к нам на экскурсии и создают мультики. Есть общественные организации, есть научные организации, но которые очень далеки от темы коренных народов, но берутся за это, да? Получают различные гранты, государственные задания. И когда мы смотрим на результаты, мы видим, что иногда там, даже языковые группы могут быть неправильно указаны, да, разнобой, где-то что-то скачано, там, перенесено откуда-то, да, даже с Википедии порой. И, наверное, тоже нам стоит обратить внимание на экспертизу того, что делают эти организации, да, может быть, они из благих намерений, но не имеют достаточной квалификации для того, чтобы это выкладывать где-то и объявлять о том, что это вот материалы, да, цифровизующие языковое культурное наследие. На данном языке есть возможность, то есть вот здесь эвенский, эвенкийский, два юкагирских, чукотский, долганский языки, вот на каждом из них есть свой новостной, так сказать, контент. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить Анатолия Васильевича за приглашение принять участие в этом замечательном форуме и на нашей дискуссионной площадке, на нашем следующем вебинаре, который состоится, международном вебинаре, который по этнокультурным аспектам перевода ненецких фольклорных текстов на русский язык. И вот работая совместно над этой диссертацией... Призваны еще раз обратить внимание на языки, культуры, этносов нашей необъятной Родины России. Верю, что благодаря огромной созидательной энергетике, благодаря посланиям наших предков, слово коренных этносов будет услышано. Будьте добры. Вот да. Здесь на карте вы видите как раз-таки территория компактного проживания. Уважаемые коллеги,
аспиранты, студенты, все присутствующие в зале, участники конференции. Прежде всего хотелось бы передать теплый привет с севера, от севера к северу, от Северного Арктического федерального университета, от всех коллег, студентов и аспирантов. Я покажу на примере анализа одного учебника. Учебник прям пущу по рядам, хорошо? Вот вы сможете его посмотреть. Это сборник задач ямайского школьника для начальной школы. Спасибо большое. У меня будет очень коротко, и я начну, в отличие от всех, говорить не о своей работе, а я хочу сказать о том, как прошла работа. 30 сентября по 7. Это что? Как прошла работа Анатолия Васильевича Жожикова со своей командой в сентябре месяце на Таймыр. Будьте добры, включите. И мы очень рады, что этот проект реализован нами совместно с СФУ имени Амосова. И благодаря Анатолию Васильевичу, конечно, взаимодействие состоялось. Благодаря его такой вот энергии, в общем-то, авторству вообще этого проекта, да, цифровизация, и мы включились в этот процесс и готовы и дальше продолжать, конечно же, с нашим партнером, Якутским университетом, этот проект. Амулет – это челюсти нижние оленя и носики соболя, которые дают охотничью удачу. И вот просто это просто терабайт информации. Да, мы со своей стороны в целом открыты к сотрудничеству вместе с ССФУ по наполнению и нашего ресурса государства. Опять же скажу, что это именно государственный ресурс, это там данные хранятся именно, которые государственные, и в том числе вот, научные данные, как собственников, которыми является Северо-Восточный федеральный университет. Научно-популярные фильмы, документальные фильмы, мультипликационные фильмы по сказкам и эпосам коренных народов Якутии. За последние 3 года, за последние даже 2 года по государственной программе, при поддержке государственной программы языки, сохранение официальных и родных языков, нами созданы такие замечательные мультипликационные фильмы по героическому эпосу Эвенов, называется «Нолтек». Он у нас вышел на эвенском и на русском языках. Вот 3 отдела наших. Там у нас лаборатория оцифровки, у нас есть отдел, который управляет контентом, а также у нас есть свои разработчики, 8 человек, 6, по-моему, видно, вот, которые занимаются разработкой программы освещения. Следующий слайд. Оцифровываем книги, но с конца 2022 года наш спектр расширился, материалов, которые мы оцифровываем дальше.